Глядя на современные здания, трудно поверить, что этому городу много веков. Но живет память о прошлом, которые хранят старинные здания, горы, деревья, предания, легенды. Молчат эти древние три чинары, живые свидетели истории. Однажды чинары заговорили и рассказали людям старинную легенду. Давным-давно жил мастер, который очень любил детей и делал для них игрушки. Рядом с ним жили добрые, хорошие люди. Они возделывали землю, разводили скот, занимались охотой, жили мирно и счастливо. В семье мастера росли 5 сыновей и дочь Бахор. У отца учились они творить красоту, радуя людей своим мастерством. Но однажды напал на них дракон. Весь народ поднялся на защиту своей родины. 3 дня и 3 ночи шла битва. Отступил злой дракон, но вместе с собой унес красавицу Бахор. Заточил ее в замок и сказал: пусть каждый из братьев отработает на меня погоду, покажет свое искусство, и если угодит мне, освобожу сестру. Первым пошел брат Акрам, прекрасный живописец. Все цвета радуги были ему подвластны. Целый год расписывал он потолки во дворце дракона. Да так расписал, что даже лютый враг залюбовался.
Вернулся Акрам домой. Настала очередь идти выручать сестру Ахмаду, искусному гончару. Нашел он хорошую желтую глину и принялся за дело. Волшебной и податливой становилась глина в руках мастера. У брата Рахмата был свой талант. Никто лучше Рахмата не мог вырезать узоры на ганче. Выбрал мастер самый гладкий и мягкий ганч и вложил в него всю свою нежность и любовь, на которую только способен брат. Умелую рукой вырезал он узоры виноградной лозы, что росла в отцовском дворе, линии высоких гор, что окружают родную землю. Послужил злому чудищу и брат Акмал. Был он таким же искусным резчиком, как и Рахмат, но только не на влажном ганче, а на твердом дереве творил он свой узор. Пришел день, настал черед платить выкуп брату Дильшоду, который умел из особой стали ковать ножи удивительной красоты. Они
дом украсят, и глаз порадуют, и станут добрым помощником в жизни. Дельшот решил рассчитаться с драконом за все несчастья, которые тот навлек на родную землю. Сделал нож, бросился на дракона и убил его. Взял сестру и привел ее в дом. Не осталось в долгу и прекрасная Бахор, в мастерстве не уступавшая братьям. Каждого одарила тюбетейкой и камзолом, который сама сшила золотыми нитками. Много лет прошло с той поры. Так это было или не так, трудно сказать. Мудрые старики утверждают, что именно об этом рассказывают, шелестя листвой, старые чинары. До сегодняшнего дня, от поколения к поколению, передается искусство древних ремесел, которыми богата и горда земля Таджикистана.